Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши просмотры, за вашу поддержку. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Какие возможности вам будут открыты небесами? Что это, в чем это, для чего это? Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, свой срок. Давайте вместе посмотрим на ваши возможности. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Какие-то у вас горы вышли, какие-то препятствия, помехи, либо что-то не получается. Так, начнем мы с того, что у вас тут вышли горы. Горы на пути к вашему желанию, заветному желанию, к вашей мечте, чего бы она ни касалась, там, денег, работы, отношений, любви, да, и не важно. Важно, что у вас появилась лазейка, то есть вам дадут эту лазейку, чтобы вы могли добиться того, чего вы желаете. Несмотря на то, что вы, прям уже все перепробовали, все варианты перепробовали, и у вас ничего не получилось, вот что-то вам откроется. Придет мысль, придет идея. Смотрите, у кого-то у самого родится в голове мысль, идея, а кто-то что-то увидит, либо услышит. И из увиденного, услышанного родится идея. Важно реагировать очень быстро и действовать так, как приходит вам в голову. Не думать, что, о боже, а что обо мне подумают, ой, а как ко мне отнесутся, а как на меня посмотрят. Не важно. Важно, что вы должны действовать и действовать очень быстро, очень активно и даже, извините, нагло. Вот. Думайте обо мне, что хотите, но я должна это сказать. Здесь скромность, смущение, хорошее воспитание делают вам большой-большой минус. Понимаете? А вот скорость, напор, давление, умение просочиться сделает вам большой-большой плюс. У вас вот этот коридор возможностей, он узенький такой, понимаете? И вам нужно постараться, чтобы в него влезть. Очень нужно постараться. Не бойтесь, что о вас подумают, что о вас скажут. Бойтесь не успеть использовать этот коридор возможностей. Так. Здесь вот буквально не сегодня, а завтра, да, вы поймете, о чем я говорю, либо мысль эта вот придет вам в голову, и нужно будет сразу вот засучить рукава и вперед из песни, действовать. Чем быстрее вы начнете, тем быстрее и успешнее вы закончите. Так информация пришла. Так, кому-то идет возможность быть с тем, о ком вы думаете, кого вы любите и с кем вы хотите быть. Здесь будет очень важный разговор. Разговор, который начнется, скорее всего, либо с повышенного тона, либо наоборот, с какой-то несерьезной интонацией идет. Вот не с того начинается разговор, но вы должны стоять на своем, говорить как есть, вот что думаете, что чувствуете. Не стесняйтесь, не ждите, что там партнер должен первый предложить, да как же так, я же женщина, я же не могу навязываться. А вы попробуйте. Попробуйте сказать, что вы думаете, что вы чувствуете. Посмотрите на реакцию. Человек сразу поменяется в лице. Возможно, у человека были, смотрите, у вас были сомнения, да, и у человека могли быть сомнения. Даже если он там прожженный мужчина, тоже могли быть сомнения. Понимаете, это же любовь, это же отношения, это же как будущее. Каждый имеет право сомневаться и переживать. А тут вы такая ему, а я тебя люблю. А он такой, а я ведь тебя тоже люблю, да. Я просто боялся тебе признаться. И вы такая, и я боялась. Все, мы друг друга любим, у нас все прекрасно. То же самое, мужчина может сказать, все, я к тебе там приезжаю, переезжаю, либо я там тебе билет купил, приезжай ко мне. А вы должны сказать, да, конечно, я мечтала, я ждала, я очень жду нашей встречи, я тебя люблю. Вот так отвечайте, не жеманничайте, ни в коем случае. Говорите, что действительно чувствуете. Вот что у вас на сердце, что в уме, то и говорите. Это очень важно. Да, начнется шуткой, либо наоборот какой-то претензией в ваш адрес, закончится все очень-очень мило.
Так, также, если вы в ссоре, в споре, ну, например, с своим близким человеком, вы, например, в паре, в браке, и у вас там конфликтик какой-то произошел, вы опять начнете конфликтовать, а потом дойдете до того, что вы друг друга любите, и зря вы этим всем занимаетесь, да, у вас тут и страсти вспыхнут, и друг друга еще прощения будете просить, и все это закончится. Закончится ваш конфликт, закончится ваша неурядица. Берегите тот мир, который будет между вами, прям берегите. Вы оба какие-то у меня вспыльчивые, такие, палец в рот не клади. Не надо быть такими с друг другом. Понимаете, мир он такой огромный, по части жестокий, по части, знаете, индивидуальный, когда у нас там каждый сам за себя, на себя тащит это одеяло. Вам Боженька подарил любовь. Ну так храните ее, укрепляйте ее. Вы есть друг у друга. Не надо здесь выделяться, да, не может быть в хорошей паре, да, вот в любовных отношениях лидера и ведомого, не может быть. Любовь, она построена на равноправии двух людей, на партнерстве. То есть вы должны быть равноправными и друг друга и ценить, и уважать, ну и, конечно же, друг про друга не забывать. Ну, не важно, что у вас разные взгляды, разные вкусы. Главное, чтобы вы именно друг друга поддерживали. Если вы сможете это все соблюдать, ну, у вас счастливая семья, у вас счастливая пара будет. И с годами вы будете только друг к другу еще больше прирастать, прикипать. И сердцем, и душой. Так, еще возможность. Возможность где-то заработать, подзаработать у вас идет. Причем ну, такое, знаете, не очень серьезное предложение, либо вы так подумаете, ну, это не совсем то, чего я хотел, я не в этой роли себя видел, не на этой должности, да, не при этой работе. Но вам тут рекомендация попробовать. У кого-то идет опыт, который вам потом большой плюсик нарисует, ну, например, ваше резюме, и вы сможете этим просто похвастаться, сказать, вот я и это умею. Люди скажут, о боже, да ты все умеешь, да, приходи к нам, да, будь руководителем. А у кого-то идет, что вы на именно этой работе, на этом месте очень так здоровски вырастете. Прям у вас так дорожка открывается наверх туда, повыше, да, в топ-менеджеры у вас дорожка открывается. То есть люди поймут очень быстро, что вы способны, что эта должность вам, например, по вашей квалификации, по вашим способностям не подходит. Вы очень классный сотрудник, и вас нельзя терять. Поэтому вас что нужно делать? Правильно, вас нужно повышать, и вас будут повышать. Так, подработка. Ну, как подработка. А у кого-то, кстати, подработка как бизнес-стратегия. То есть вас пригласят на подработку, вы пойдете, посмотрите и скажете, а я лучше могу, да? И на базе вот этой подработки вы разработаете свою бизнес-стратегию, откроете свой бизнес, начнете этим заниматься, и все будет просто замечательно. Особенно это касается тех, кто, например, уже на пенсии находится. Да, вас могут попросить, как нанять там на час, на два. Вы пойдете, у вас все замечательно получится. И вы для себя так и скажете, а мне нравится это дело, да, вот я вижу там картинку, да, немножко другой, а если попробовать так, да, начнете пробовать, и у вас все получится. Так, еще здесь кто-то готовится, либо очень хотел бы заниматься собственным делом. Производство, либо какая-то работа, да, вот дома, в хоум-офисе, неважно. Важно, что вы вот вынашиваете какую-то идею, кто-то даже деньги потратил там, на обучение, на прохождение каких-то курсов, на получение каких-то лицензий. Вот вы очень хотите этим заниматься. Либо уже начали заниматься, а результаты какие-то у вас, ну, плавающие, да, назовем это мягко. Значит, мои хорошие, будет возможность у одних, кто уже начал заниматься и результаты не устраивают, узнать причину, в чем ваш, ну, например, недочет, да, и что нужно сделать, чтобы устранить эти недочеты. То есть какая-то может быть консультация, либо вот человек вам там посоветует, да, что-то прям расскажет. Вы узнаете, вы поймете, куда направить силы, либо где что там перестроить, перенастроить для того, чтобы результаты были те, которые вы, ну, действительно заслуживаете. Да? Вот. А кто мечтает только открыть, ну, смотрите, тут встреча, явно идет встреча с единомышленником, либо с человеком, который будет готов вас, я не знаю, проспонсировать, вас вложиться, проконсультировать, возможно, даже вам что-то предоставить. Да, человек в вас поверит. То есть вы этого человека заразите этой идеей. Либо человек тоже хотел того же самого, только вот в одиночку не мог это осуществить.
То есть здесь уже как работа в союзе, да, в партнерстве, вы друг другу будете помогать. В принципе, все неплохо, все неплохо. Да, есть какие-то недочеты, есть какие-то упущения. Вот вы то ли информацию получите о том, как это все улучшить, выправить, то ли надежного партнера, с кем вы вместе начнете собственное дело, будете дальше развиваться. Так, дальше. Здесь кто-то хотел куда-то поехать. Поехать, уехать, переехать. Да, вот все, что связано с поездками, с посещением разных мест. У вас идет такая возможность. Вам дороги открываются. Причем вам дороги открываются сразу в двух направлениях. Двух направлениях, которые между собой ничем не связаны. То есть вы можете переехать и потом еще куда-то поехать, попутешествовать. Либо ваш переезд это и будет большое путешествие. Вы как посмотрите разные места, в разных местах побываете, да еще и переедете. А у кого-то переезд начнется именно с путешествия. Ну, например, вы со своего города едете, например, в другой город, либо в другую, может быть, даже страну. Вы туда приезжаете как турист, смотрите и говорите: о, а мне здесь нравится, а я хочу здесь жить, и потом вы туда переезжаете. Такие возможности есть. Но переезжать, уезжать вы будете не один, тут не один человек уезжает, а либо состав семья, ну, либо с любимым человеком. Да, вместе будете уезжать, переезжать, то есть менять свою жизнь. И да, все переезды, они идут к лучшему на самом деле. То есть при переезде будет меняться ваша жизненная программа, будет меняться ваше пространство, будут меняться ваши возможности. Возможности, кстати, будут становиться больше, да, если вы уезжаете, переезжаете. Даже если вы в пределах своего города, с одного района в другой переедете, у вас возможностей почему-то больше идет. Да, более возможностей появляется. Так, еще возможность кого-то поймать на горячем. Но тут человек, я не знаю, может быть, там, изменяет, да, либо ворует, либо какие-то гадости делает. И вот у вас будет возможность поймать этого человека на горячем. Почему я говорю будет возможность? Потому что я вижу, что вы можете просто застыть в момент, когда нужно хватать за руку, вы можете просто застыть и не будет возможности, да, вот как-то ступор, да, у человека ступор. Пожалуйста, будьте готовы ко всему и, как говорится, сразу. Не бойтесь хватать человека за руку. Важно высветлить этого человека, важно высветлить, чем занимается этот человек. Иначе ситуация может очень конкретно перевернуться. Этот человек вас может обвинить в том, что именно вы вот так вот поступили. А что вы будете говорить? Да, его слово против вашего слова. Понимаете, важно хватать за руку. И вот эти ступоры, вы себя там настраиваете, там, хотите, ущипните себя больно-больно, да, чтобы в себя прийти. Но важно схватить за руку и по возможности устроить скандал, да, чтобы прям огласка пошла, чтобы как можно больше людей об этом узнали. Чтобы у этого человека не было возможности перекинуть на вас. Так идет. Так вы сразу двух зайцев, кстати, убиваете. Так, кто-то у меня тут звездочки собирает. Ну, звездочки небольшие, но вы их собираете и прям складываете себе в карманы. Вот что мне очень нравится, что это не одна возможность, это несколько возможностей, там 3, 4, 5, понимаете? Но главное, чтобы вы не терялись. И вот если к вам идет, берите, не стесняйтесь, показывайте Всевышнему, показывайте судьбе, что вы благодарный человек, да, каждый раз благодарите. И, конечно же, пользуйтесь, да, когда вы отстраняетесь от своей возможности и говорите: ой, ну сейчас некогда, либо не до этого, вы как транслируете, да, Вселенной транслируете, что а мне и не надо. То есть зачем ты мне присылаешь возможности? Мне не надо. Да, я хотела, но вот сейчас мне не до этого, сейчас мне не надо. Вот. Не обижайте Вселенную, конечно, не обижайте Создателя. Если вам дают, конечно же, берите. И не важно, кто вам дает, как вам дают, при каких обстоятельствах. Идет, значит, ваше. Берите, пользуйтесь. Обязательно пользуйтесь. Ну, конечно же, не забывайте благодарить Вселенную. Так. С каким-то документом идет возможность. Документ, важный для вас документ, либо получение этого документа, либо этот документ дает вам на что-то право. За него придется платить, за этот документ.
То есть возможность заключается в том, что если вы внесете оплату, то вы этот документ получите. А у вас будет дилемма. Стоит ли вам тратить деньги на этот документ? Здесь однозначный ответ: да, стоит. Документ вам очень пригодится. Пусть не сейчас, но вот придет тот час, когда вы этим документом можете воспользоваться, тем самым облегчить свою жизнь, либо какие-то даже свои жизненные обстоятельства. Документы нужно получать. Вот что бы это ни было, не знаю, водительские права, какой-то сертификат, какая-то виза, может быть, да? Это надо получить, даже если придется за это заплатить. Так, и еще хочу вернуться в корень рисунка и рассказать вам про человека, который морочит вам голову. Причем морочит очень сильно. Этот человек выдает себя не за того, кем является на самом деле. Все, что этот человек вам про себя рассказал, либо про свою жизнь, все это его никак не касается. Это вообще выдумка, либо плагиат, может быть, да, о ком-то другом рассказывал, кого он знает, либо кого она знает, может, это женщина. К вам кто-то обратится с разговором, либо с рассказом про этого человека. Послушайте эту информацию и сделайте правильные выводы. В этой информации практически 100 из 100 правда. Вот как вам расскажут, так оно и есть. Я понимаю, что кто-то может быть влюблен, либо кто-то может быть настолько загипнотизирован, да, под влиянием, что вам сложно будет проверить. Но вы хотя бы тогда напрягитесь немножечко и попробуйте проверить достоверность того, что вам говорят, либо достоверность того, что вы уже знаете. Вы обалдеете, насколько люди могут врать, насколько человек не стесняется морочить голову. Пока есть возможность, пока не поздно, делайте правильные выводы и исключайте этого человека из своей жизни. Иначе будет большое горькое разочарование. Вот так. Возможность узнать правду, пока не стало поздно, про какого-то человека. И не надо отмахиваться от этой правды, чтобы не было больно, чтобы не было обидно, чтобы не было разбитого сердца, либо пустого кармана, да, потому что могут и на деньги кинуть. Имейте это в виду. Так, а вообще вас небеса очень любят. Очень любят. Высшие силы вас любят. Вы хороший человек. Да, не всегда вы в позитиве, да, не всегда вы соблюдаете какие-то правила, но тем не менее небеса вас любят. Вы способны на серьезные действия, на хорошие поступки. И да, может быть, вас не всегда выделяют, и не всегда вы получаете то, чего вы достойны, но тем не менее, когда надо, вас закрывают, вас прикрывают, вам помогают. Важно, чтобы вы никого не критиковали, в первую очередь себя не критиковали. Чем меньше будет критики, чем меньше будет обид на других, на себя, на Вселенную, тем больше вам будет приходить помощь. Чтобы вы для себя знали. Этой обидой вы как будто бы перекрываете канал, который вас связывает с высшими силами и Вселенной. Как отворачиваетесь. Попробуйте подружиться с собой. Попробуйте полюбить свою жизнь, ту, которой вы сейчас живете. Поверьте, у вас всю жизнь начнет налаживаться. Серьезно вам говорю. Да, какие-то сложные уроки вы проходили, возможно, сейчас проходите, но все это временно. Вам суждено все это пройти, наработать свой собственный опыт, пересмотреть даже какие-то ваши устои жизненные. Жизнь наладится. Кто зашел на мою отсылку, вы должны знать, что ваша жизнь точно наладится. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.